Здравствуйте, уважаемые читатели и зрители Якутского Саха-информационного агентства. Последние события вокруг пандемии заново актуализировали такую необходимую тему, как вакцинация. Сегодня у нас в гостях доктор ветеринарных наук, изобретатель, заслуженный деятель науки, всего и не перечислить. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Скажите, пожалуйста, сейчас якутская наука также занимается прикладной частью именно вакцинации. Какие исследования в этом направлении у нас есть? Вакцинация – это перекладная часть нашей науки. А у нас наша наука Российской академии наук – это фундаментальная наука. Любое перекладное вытекает с фундаментального. То есть мы должны сначала изучать болезни, возбудители, как протекает, как распространяется, самое главное, биологию возбудителя. Наша задача ветеринарной науки, у нас есть две лаборатории. Это лаборатория разработки микробных препаратов. Таким названием лаборатории в России только одна лаборатория. То есть у нас? Да, лаборатория разработки микробных препаратов. Есть пословица, как назовешь корабль, примерно, да? Вот мы его назвали в 1997 году. И лаборатория ветеринарной биотехнологии, это само слово говорит, что биотехнология, 21 век, это век биотехнологий. Во всем мире, ну, Якутия может быть другое отношение, век биотехнологии. Все люди хотят жить здоровой, чтобы они хотят питаться пищей натуральной. Вот и все это обеспечивает биотехнологии. И наша задача стояла в 1990-х годах прошлого столетия поставить задачу разработки препаратов. Наша наука, и сельскохозяйственная, и фундаментальная наука занимается, фундаментальная наука перекладных результатов мало. Вы, наверное, слушали выступление нашего президента Владимира Владимировича Путина. Недавно была встреча с нашим президентом Российской академии наук и председателем правительства Мишустиным. Тоже там были поставлены задачи, чтобы взять курс на технологический. То есть мы должны выдать технологии, которые должны помочь нам развиваться дальше. В этом отношении наша наука, конечно, хромает. Большинство ученых занимается фундаментальной наукой. Но это надо, фундаментальную науку. Но вот, как я уже говорил, не стоит забывать про прикладную часть. Обязательно. Если коммерциализации нет, то такой наукой заниматься, возможно, не стоит. Это мое мнение. И оно есть. Оно и есть. Скажите, пожалуйста, я знаю, что у нас сертифицированы, получили патенты несколько вакцин. Расскажите про них, что это, на кого направлено и как они помогают. Так, вот мы перед собой поставили задачу разработки вакцин против инфекционных болезней лошадей. Табунное коневодство в России развито. По поголовью табунного коневодства мы занимаем первое место в Российской Федерации. Это 180 тысяч лошадей. Но среди наших лошадей распространены инфекционные болезни. Это МИД, болезнь, это воспаление лимфатических узлов головы, и, может быть, и других частей, даже внутренних органов. И самолезный аборт, это, само слово говорит, вызывает аборт у лошадей. И у нас есть еще вирусная болезнь иринопневмония. Иринопневмония, само слово говорит, это иринит и пневмония у молодняка лошадей. Но самая коварная клиника – это
аборты у кобыл. Какое распространение имеют эти болезни в нашей республике? Мыт лошадей у нас распространен почти во всех хозяйствах. Да, он есть. Так, самолезный аборт распространен в 150 пунктах, 21 улусе нашего региона. И ринопневмония по нашим результатам и результатам исследований ветеринарной лаборатории, испытательной лаборатории республики, в 100 пунктах 19 улусов нашей республики. Это большой показатель. Ну, почему распространены вирусные болезни? Это вирусные болезни мы перевезли со скаковыми лошадьми верховыми. Мгм. Мы же любим же Скачки, сэх, скачки, так и далее. сэх, и прочее. Вот 20-30 лет назад этой вирусной болезни в Якутии не было. Мгм. И впервые я диагностику поставил в 1993 году. С этого периода у нас регистрируется ринопневмония лошадей. Ринопневмония, как уже говорил, вызывает аборты, поэтому перед нами стала задача против мыта, самолезного аборта. В этот период, 97 до 97 года, вакцины в России не было. Пытались разработать эту вакцину ученые еще 1890 года, но не получалось. Почему не получалось? Вот я потом могу и рассказать. Мы изучили всю литературу, которая есть в мире, Российской Федерации по этим болезням, и разработали вакцины против мыта лошадей в 2000 году и в 2006 году вакцины против самолезного аборта лошадей, которые были утверждены и сейчас утверждение действует Россельхознадзором. Мгм. Россельхознадзор – это самый главный наш орган, который регистрирует, проверяет лекарственные средства, так называемые иммунобиологические препараты. Вот эти вакцины мы разработали, оформили научно-техническую документацию, утвердили, получили регистрационное удостоверение на эти вакцины. И самое главное, стояла задача, а как, Производить. да, чтобы они до наших потребителей. Ну, почти что 100 Да, тысяч у нас. Потому что мы пытались это разместить, производство в крупных биофабриках, но крупные биофабрики отказались, так как поголовье маленькое. В Российской Федерации 1 миллион 400 тысяч лошадей всего, из них табунных лошадей около 500 тысяч всего. На 500 тысяч доз, не всех вакцинируется, да, там где-то 200 тысяч доз, никто линию или серийное производство не будет в больших Мгм. комбинатах это невыгодно. Мгм. Поэтому нам пришлось организовать производство. Производство первое мы организовали в 2000 году, и вот в 2015 году по правилам DGMP мы получили лицензию, бессрочную лицензию Россельхознадзора. Сейчас мы это производим на базе якутского НИИ. Мы для коммерциализации создали ООО «Научно-производственный центр Котубак», директором которого являюсь я. Мгм. То есть я организатор, соответственно, я возглавляю это И еще и предприятие. коммерческий директор, наверное. Да. Скажите такой вопрос. Вот на данный момент вы сказали, что у нас поголовье более 100 тысяч. Какой процент привито? И какими прививками, которые у вас производятся? Вакцинации против самолезного аборта лошадей и мыта необходимо проводить каждый год. Мгм. Почему? Потому что по самолезному аборту лошадей это инфекционная болезнь природно-очаговая. То есть, Периодически возникает. да, если природная очаговость подразумевает природный очаг, Мгм. это мыши. М. У нас аборты где бывают? Около озер, там, где растет травяничный корм или летом трава, и там лошади абортируют. Абортированный плод съедает мыши, они тоже болеют. И И процесс опять. да, процесс вот этот загрязняет почву, растительность,
а потом приходят наши лошади и заражаются. Поэтому вакцинация должна проводиться в тех пунктах, вот 150 пунктах, которых регистрировали в любом году, может быть 10 лет назад, может 5 лет назад, может год назад. Ежегодно должны вакцинироваться все поголовье, маточное поголовье. Поэтому мы ставили вопрос об этом и ставим. И вот в 2002 году мы писали главе нашей администрации Алексею Сергеевичу Николаеву, министру, зампред правительству, председателю правительства, что такая проблема есть, надо пересмотреть субсидии. А закупать вакцины сами владельцы лошадей они не могут, потому что у нас сельское хозяйство, то есть нужна государственная поддержка. сельское хозяйство планово убыточное. Если убыточное производство, то у них же нет лишних средств на приобретение. Тогда получается процент маленький. Поэтому мы с 2022 года получаем субсидии, и в этом году большим трудом будем готовить вакцины и вакцинировать где-то 30-40 тысяч голов лошадей. Хотя этого мало. У нас около 120 тысяч кобыл. Значит, мы по этим субсидиям будем вакцинировать только 35-40 тысяч голов. Ну, посчитали. Тут процент маленький. Значит, остальное поголовье остается невакцинированным. Угроза распространения этих болезней остается очень высокой. Вторая болезнь – это мыт лошадей, который регистрируется у нас каждый год, но, к большому сожалению, в отчетных данных и Российской Федерации, и Республики Саха-Якутия о этой болезни нет. Ну, почему нет, я сильно распространяться не буду, я это знаю, ну, чтобы не обидеть своих коллег-ветеринаров. Да, это уже тема для отдельного разговора. Да, тема для отдельного разговора. И я не хочу их обвинять в том, что они. И третья болезнь – это иринопневмония. Иринопневмония у нас есть новые правила 2021 года, утвержденные Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. И там нам позволили вакцинировать поголовье за счет федерального бюджета, то есть вакцину мы должны были получать бесплатно, вакцинировать бесплатно, но этого пока нет, потому что у нас пока исследований на иринопневмонию лошадей не проводится в течение последних 3 лет из-за отсутствия диагностикума, который не могут даже получить, хотя диагностикум утвержденный есть в Российской Федерации. И самая главная опасность этой болезни – в этих правилах есть очень плохой пункт, который говорит, что мясо больных иринопневмонией лошадей не употребляется людьми. Его подвергают варке и дают корм животным. То есть мы не должны кушать, получается, больных лошадей, иринопневмонией лошадей, мясо от них. А это мы, уважаемые коллеги, в этих 100 пунктах, в которых иринопневмония была зарегистрирована, кушаем. У меня все есть данные, в каких пунктах, в каких районах, в каких населениях была зарегистрирована эта болезнь, которую я публиковал в своей монографии в открытой печати. Любой интересующий человек может ко мне обратиться. Ну это же очень страшно. Да, это страшно тем, что иринопневмонией болеет человек. Я сам перед изучением этой болезни в Москве проходил стажировку, и в Версовской лаборатории меня предупредили, что эта болезнь заразная для человека и заболеет, может заболеть. Я заболел иринопневмонией. То есть у меня есть уже антитела к этой болезни, поэтому я могу кушать и это мясо, и эту печень мороженую, которую наше население очень любит. Но чтобы не заразиться, нам надо вакцинироваться. Надо вакцинировать лошадей. Да. Надо искоренить эту болезнь. В России вакцина есть. Вакцина есть, живая вакцина. Шелковский биокомбинат его производит.
Только надо делать заказ и получить бесплатно эту вакцину. Что мешает? Мешает, у нас нет диагностики. Мгм. А именно в чем проблема-то, что ее нет? Все это решаемо, все это может решить Только наше открыть надо. правительство, наш департамент ветеринарии, заказать этот диагностику, Мгм. провести диагностические исследования, о чем я говорю и по телевидению, и по радио, и пишу всем нашим чиновникам, что надо проводить такие исследования и провести вакцинацию неблагополучных и угрожаемых зонах. Ну, надеюсь, наша передача тоже поможет в продвижении Вот этой актуальнейшей теме. поэтому-то я и сижу перед вами, чтобы рассказать, что это Есть такая проблема. проблема, надо с ним бороться, надо проводить плановую вакцинацию против мыта лошадей, которые есть у нас почти в каждом районе, в каждом хозяйстве, против сальмонеллезного аборта, который является природно-очаговой инфекцией, против пневмонии, которого мы до сих пор точно не знаем, в каких хозяйствах, в том числе племенных хозяйствах. Мои исследования показывают, пневмония в настоящее время есть и в племенных хозяйствах. Мгм. И самое главное, вот у нас был указ главы нашей республики. И там есть пункт, обязывающий организовать экспорт жеребятины. Вот. А экспорт жеребятины, об этом у нас с мясохозом был по договору, мы провели исследование. Экспорт пока невозможен, потому что у нас республика есть неблагополучные пункты по сальмонеллезному аборту и ринопневмонии. Когда мы искореним эти болезни, тогда можно Выходить на международные на рынки. международный рынок. Опять же, как раз мы затронули одну из самых актуальных тем, это экономика, как бы у тюркских народов, да и вообще как бы коневодство, оно востребованная на самом деле отрасль. Есть ли у нас, у Якутии, какие-то дружеские связи в этом направлении? Среди регионов да, России, может Мы среди соседей? являемся тюркским народом. Да. Тюркские народы, это у нас вот недавно прошли дни Республики Саха-Якутия в Казахстане. И в составе бизнес-миссии, которые организовали Центр экспорта и Министерство внешних связей нашей республики, наша республика, правительство, я был в составе этой бизнес-миссии в Казахстане. В Казахстане мы работаем с 2018 года. Ну, в прошлом году я стал экспортером года, то есть первое место занял по экспорту продукции, своей продукции в Казахстане. Это имеется в виду наши вакцины. Это вакцина мыта лошадей и сальмонеллеза. Почему так? Потому что в Казахстане 2 миллиона лошадей. У нас 180 тысяч. Разница есть? Где я должен работать? Наверное, Вот забирают лучших специалистов фактически. Рыночная экономика. Да, наверное, в Казахстане. Поэтому я в Казахстане работаю с 2018 года. В 2018 году я ездил в Казахстан, отсюда брал пробы. Для Казахстана я разработал и утвердил в Казахстане вакцину мыта лошадей названием Табын. Табын – это по-казахски табун, по-русски. Эта вакцина, его использовали хозяйства, фирмы. И сейчас мы разработали новую вакцину, российскую вакцину. В 2021 году мы ее утвердили. И эта вакцина имеет обращение так, как и в Азии, и имеет обращение и в Казахстане. Поэтому мы договорились и встречались с нашими фирмами, которые с нами являются дилерами наших вакцин в Казахстане. Они очень хвалят нашу вакцину. Это для нас радость. Это показывает востребованность наших вакцин уже на международном и на мировом рынке. Ничего себе, получается, у нас есть прикладная отрасль целая, которая хорошо себя показывает на мировом рынке,
Однако сами внутри республики мы по каким-то причинам не можем этим пользоваться. Это вакцины, я же сказал, что этой вакцины у нас заказа от нашей республики нет. Поэтому мы для республики его, ну, нет так нет, что делать? Надо что-то с этим менять, что-то это неправильная ситуация. Еще вот по международным связям в прошлом году я утвердил по поручению, это все делается и в Казахстан, поездки, и Монголии, это поручение нашей главы Арсения Сергеевича Николаева. Мы очень благодарны за поддержку нашей продукции, наших вакцин. И Республика Саха-Якутия, благодаря ему мы получаем субсидии на вакцину самоопределенного аборта, в отличие от мыта. О мыте я пока не говорил, потому что, ну, наверное, буду говорить. И поэтому в 2003 году мы утвердили тоже вакцину мыта лошадей в Казахстане. То есть разработали досье, это страниц, около 1000 страниц, машинописных страниц для Монголии. Перевели это все на монгольский язык, благодаря своих коллег, так как я в Монголии бываю очень, по-моему, я был там 10 или 15 раз. И мы были в Монголии вот в октябре тоже в составе бизнес-миссии нашей республики. Посетили мы Министерство сельского хозяйства, департамент ветеринарии Монголии. Они очень заинтересовались нашей вакциной и попросили, чтобы организовать производство в биокомбинате Монголии. С биокомбината Монголии мы от поездки в октябре 2023 года оформили соглашение, что будем производить вакцину Монголии, вакцину мыта лошадей. А почему вакцину-то? Потому что в Монголии вакцинация лошадей против мыта не проводится из-за отсутствия вакцины. А поголовье в Монголии 4 миллиона 700 тысяч голов. У нас 180. Ну, а для вас открываются широчайшие рынки. Вот сейчас мы работаем оформлением лицензионного договора. Лицензионный договор, нашу работу ждут в Монголии. Этим беспокоится очень сильно консульство Монголии в Иркутске. Они запрос делают, как продвигается дело, что делается. Я перед ним отчитываюсь. И нашим Министерством внешних связей тоже. Потому что они контролируют исполнение поручения главы Арсения Сергеевича Николаева. Ну, МВС у нас хорошо работает, да. Лично знаком с министром. Ну вот, это наши международные связи. Эти международные связи поддерживаются научно-образовательным центром мирового уровня НОС-Север. Есть такая организация, руководителем которой является Арсений Сергеевич Николаев, с участием Чукотки, Магадана и всех субъектов Дальнего Востока. И сейчас, наверное, вы слышали, что еще будет участвовать Московский государственный университет. Михаил Петрович, на самом деле очень радостно, что если не в республике, то хотя бы на внешние рынки мы выходим, это точно. Что наша прикладная наука имеет какие-то прям продвижения на очень высоком уровне. В то же время хочется спросить, помимо вот этих 3 вакцин, да, есть ли какие-то разработки, какие-то научные исследования в других частях? Потому что мы знаем, что сейчас из-за изменения глобального климата различные, опять же, есть опасности. Та же сибирская язва, тоже бешенство. В этих направлениях есть какие-то исследования? Да, конечно, есть. У нас работают в 2 лабораториях 2 доктора и 15 кандидатов наук. И в нашей лаборатории 2 лаборанта. Остальные все кандидаты наук. Это большая сила, молодые люди. Все они являются воспитанниками, громко сказано будет, моей школы биотехнологов. Это все мои бывшие аспиранты. Так, поэтому у нас есть разработки по пробиотикам. А это пробиотики, что такое пробиотика, наверное, знают все. А мы начинали его
1998 году, когда мало кто знал, что есть такие препараты, пробиотические препараты. Но мы разработали препарат Сахабактио Субтил и выделили штаммы. Сейчас у нас 10 штаммов, которые имеют паспорт, то есть они как штамм микроорганизма, он должен иметь свой паспорт, свое лицо, свое название. Как паспорт. Паспорт бактерии. Да, паспорт бактерии. И по этой части наш пробиотик Сахабактио Субтил очень широко переменялся в нашей республике. Его знает почти каждый коневод, каждый животновод. Помогает очень диарейных болезней телят, поросят, пушных зверей, северных оленей, птиц. Это биологически активная добавка. Да, это не добавка, это было лекарственное средство. Это само по Да, себе. мы разработчики лекарственных средств. БАДов и кормовые добавки мы не занимались. Но с этого года по предложению Россельхознадзора наш пробиотик, который был лекарственным средством, переводится на кормовую добавку. Поэтому пусть нас извинят наши товаропроизводители, и коневоды, и скотоводы, и птицеводы. Мы пока этот препарат не производим, мы его сейчас утверждаем как кормовую добавку. Ну, то есть это витаминки для животных? Да. Еще вот по кормовым добавкам нас пригласили Китайская Народная Республика, это биофармкомпания «Билань» Шандунской провинции и Шандунской академии наук Китайской Народной Республики. И мы сейчас работаем по разработке пробиотических препаратов для животноводства и птицеводства в Китае. Ну, там, наверное, рынок... Мы выиграли грант в Китае. Там, наверное, Я уже... руководитель этого проекта. Мы этот проект завершили в этом году, и мы должны вот в июле-августе поедем в Китай, чтобы завершить нашу работу и получить, там говорят, какую-то награду присудили Китайской Народной Республике. Очень интересно. Скажите, пожалуйста, смотрите, мне стало интересно, да, у нас такие достижения, которые почему-то среди моих коллег как-то не особо освещаются. А вообще в этой среде есть ли какая-то конкуренция, да? Неужели мы такие одни самые умные, самые хитрые и залазим в этот рынок? Конечно, в любых препаратах по вакцинам самолетного аборта и мыта лошадей у нас конкурентов в России нет. Мы являемся единственными разработчиками и производителями этих препаратов Российской Федерации. То есть эти вакцины мыта лошадей и самолетного аборта мы обеспечиваем все субъекты Российской Федерации. Ну, надо успевать, надо занимать все. А по пробиотикам, конечно, есть пробиотики и другие. Это бифидобактерии, лактобактерии, пробиотиков много, но у нас есть орган, который контролирует и проверяет все лекарственные средства, все кормовые добавки. Это Всероссийский государственный контрольный институт ветеринарных препаратов БГНКИ. Этот институт, сотрудники этого института говорят, что наш пробиотик самый активный, эффективный пробиотик в Российской Федерации. Ну, просто отлично. Это почему? Потому что все биологические объекты, в том числе микроорганизм тоже живой организм, они обладают большой биологической активностью нашей республики. Но это уже не нами установлено, это установлено предыдущими нашими учеными, что биологическими активными веществами наши растения, наши животные, наши микроорганизмы богаты 2-3 раза, чем в средней полосе Российской Федерации. Круто. Вот поэтому ставим задачу еще, чтобы дальше коммерциализировать наши разработки, не только наши, но и разработки наших ученых. Их у нас разработчиков сейчас стало много. И вот создание Республики Саха-Якутия биофармзавода. Вот некоторые
чиновники и некоторые коллеги мои думают, что я хочу для себя организовать этот биофармзавод. Ни в коем случае. Мы являемся научными работниками, то есть мы должны разрабатывать и завершить эти разработки, довести до промышленного масштаба и изучать дальше другие проблемы, другие задачи. Это биофармзавод нужен для нашего правительства. Его должен возглавить. Я ни в коем случае не собираюсь его возглавить. Консультантом, научным разработчиком я могу быть. Ну смотрите, это получается новый завод, это вообще новая отрасль экономики Якутии. Да. Это, тем более такие огромные рынки, как Монголия, как наши соседи по СНГ и тем более Китай, где якутская наука, нужно этим просто пользоваться и внедрять. Да, очень правильно. Если наши разработки не востребованы были бы, нас не пригласили бы ни Монголия, ни Казахстан, ни Китай. Ну, тем более международный опыт уже есть. Да. Тут просто бери и работай. У нас есть еще новые разработки. Сейчас мы разработали ферментные препараты, ферментные кормовые добавки. Кормовые добавки ферментные в Российской Федерации готовят из ферментов, которые выделены от животных или растений. А мы нашли микроорганизмы, которые вырабатывают эти ферменты. Смысл, наверное, поняли? Растений не надо, животных не надо забивать. А вот ампула микроорганизма, с этой ампулы можно построить один завод, ферментный завод. Ну, просто очень интересно. Восполняемое сырье же. Перспективы прямо зашкаливают, они заоблачные. Это микроорганизм можно хранить в дефризированном виде, в замороженном виде. Вот некоторые говорят, что у нас мороз, поэтому, мол, микробов у нас не должно быть и вирусов. Но есть микробы, которые, наоборот, на морозе Нет. распространяются. Ни в коем случае. Наоборот, чтобы хранить наши штаммы, мы их замораживаем даже в жидком азоте. Мы их лефилизуем. Это тоже обработка. Поэтому мнение, что у нас холодный климат, 50 градусов, что, мол, зимой микробов нет, это ошибочное представление. Да. И мы разрабатываем еще сейчас в настоящее время бактериофаги. Ну, наверное, знаете, это уже отрасль общая, не только ветеринарные проблемы, есть проблемы антибиотикорезистентности. То есть мы в России и Казахстане в том числе используем очень много антибиотиков, которые вредно влияют на нашу иммунную систему, на иммунную систему животных, которые мы лечим этими антибиотиками. Поэтому весь мир сейчас переходит на пробиотики, о котором я уже говорил, да, и на бактериофаги. Ну, бактериофаги – это давно забытое старое, до появления антибиотиков мы использовали бактериофаги же. Ну, сейчас тоже мир подходит к этому, в том числе и наша наука, якутская и российская наука. Мы разрабатываем совместно с нашими коллегами из Москвы и других городов бактериофаги против инфекционных болезней лошадей. Мы сейчас выделили бактериофаги против сальмонеллезного аборта лошадей. То есть сейчас мы можем лечить больных лошадей сальмонеллезом не антибиотиками, а бактериофагами, которые не обладают вредного влияния на здоровье животных и на качество мяса, которое мы же будем потом употреблять. Супер. Спасибо большое, Михаил Петрович. Надеюсь, все получится. Уважаемые читатели, зрители Якутского Саха-информационного агентства, на наших глазах, надеемся, появится новая отрасль Якутии, которая появляется благодаря таким научным сотрудникам, научным двигателям прогресса. Это новая отрасль, биотехнологическая отрасль, она должна развиваться. И так как я говорил, что 21 век – это век биотехнологий, мы должны равняться ведущим странам, которые разрабатывают биотехнологические препараты. В этом отношении я надеюсь на наше правительство, я надеюсь на наш технопарк, который намерен создать биоцентр по биотехнологии. Вчера как раз был у меня разговор с директором технопарка по этому направлению. Я надеюсь, что мы это осилим.
общим усилием сделаем нашу республику биотехнологической.